Вот казалось бы, что может быть общего у Мабуту, который объявлял себя сошедшим с небес, у папы Дока, который там, значит, гаитянскую религию с Тантон Макутами, со всеми прочими, значит, атрибутами проводит как официальную государственную политику, и у современных Соединенных Штатов Америки. Да на самом деле очень много общего, потому что на минувших выходных в Соединенных Штатах Америки ведьмы собрались на шабаш с целью проклясть, навести порчу на нового судью Верховного суда Соединенных Штатов Америки, которого зовут Бретта Кавано. Вот этот Бретт Кавано на фото. И вот этот самой фотографии с этого шабаша, на котором его босса и товарища президента США Дональда Трампа проклинали ведьмы. Прям настоящие такие ведьмы американские. Несколько десятков человек собралось на этом самом шабаше. Вот видите, какие-то гвозди забивали в свечи, какие-то пентаграммы рисовали, какие-то заклинания читали. Все это транслировалось в прямом эфире на странице этих самых ведьм и ведьмаков в Фейсбуке. Достаточно длинная, долгая церемония. Вот эта трансляция больше 40 минут шла. Причем участие в этом шабаше было платным. Люди платили по $10 за возможность навести порчу на Бретта Кавано. Эти деньги обещано перевести на благотворительность. Ну вот мне интересно, кстати, что там за благотворительность у ведьм такая. А все почему? Почему они решили устроить вот такой шабаш? Почему они решили навести порчу на члена Верховного суда? Потому что этот самый Бретт Кавано очень и очень спорная личность. Ну, он такой близкий товарищ Дональда Трампа, такой убежденный республиканец, хардкорный. И есть несколько обвинений в адрес этого самого Кавано в сексуальных домогательствах. По крайней мере, 3 женщины обвинили его в этом. Одна подтвердила свои показания при помощи теста на детекторе лжи, но никаких доказательств, железных доказательств того, что Бретт Кавано действительно там кого-то сексуально домогался или там имел отношение к другим сексуальным преступлениям, нет. Ну, хотя бы из-за давности лет, потому что все то, о чем говорят эти женщины, вероятнее всего имело место 30 лет назад или даже больше 30 лет назад. Они приводят каких-то свидетелей, каких-то свидетельниц, но других документальных подтверждений этим преступлениям нет. Поэтому формально Кавано находится вне подозрений, скажем так, суд не признал его виновным, даже никакого суда не было. Там сейчас идет расследование ФБР, до этого было расследование сенатских комитетов, на которых и он давал показания, сам Бретт Кавано, и те женщины, которые обвиняют его в преступлениях. Но он успешно прошел все эти испытания с небольшим перевесом в 2 голоса. Его все-таки Сенат назначил членом Верховного суда Соединенных Штатов Америки. Он вошел в этот состав Верховного суда. Это вызвало небывалый шквал недовольства со стороны самых разных организаций, правозащитных, феминистских в Соединенных Штатах Америки. Он даже теперь и ведьмы подключились к этим самым проклятиям Бретта Кавано. И многие говорят о том, что, собственно, даже если никаких доказательств нет, даже если сейчас никак не могут в суде доказать его причастность к такого рода преступлениям, ему нельзя быть судьей Верховного суда по той простой причине, что член Верховного суда должен быть человеком, которому никаких претензий в принципе предъявить нельзя. Если вдруг находятся люди, которые могут бросить ему какое-то обвинение, то репутация этого человека должна быть настолько безупречной, чтобы никакие обвинения к нему не прилипали. Но вот Кавано эти обвинения прилипли. Многие в Америке, действительно, очень многие верят в то, что этот человек действительно имеет отношение к преступлениям, совершенным еще в 80-е годы. И ему совсем не место в Верховном суде. А Верховный суд действительно верховный. Он, например, часто в ряде случаев имеет власть даже больше, чем у президента Соединенных Штатов Америки. Ну вот, в частности, например, одним из решений Верховного суда была ограничена президентская власть. Много спорных решений принимал в свое время Верховный суд, в частности,
Он, например, лишал права на гражданство Соединенных Штатов Америки детей-рабов уже после освобождения, после того, как рабство в Америке было отменено. Он же, например, Верховный суд в годы Второй мировой отправил в лагеря интернированных всех американцев японского происхождения. Но вот в последние десятилетия это был такой, в общем, суд вполне себе стоявший на страже действительно законных интересов американцев, на страже прав человека. И он, например, этот суд снял все ограничения гендерные и все расовые ограничения, которые существовали в законодательстве как самих Соединенных Штатов, в общих для всех штатов, так и в законодательствах, в законах разных частей Соединенных Штатов Америки. И вот по большому счету этот Верховный суд воспринимался до недавнего времени американцами как главный инструмент защиты демократии, как главный инструмент защиты прав отдельного человека перед вот махиной государственной. А теперь там тот человек заседает, который с точки зрения многих американцев, ну, скажем так, не безупречен. К нему могут быть какие-то вопросы, к нему могут быть какие-то претензии. Вот поэтому ведьмы собрались, поэтому ведьмы сейчас пытаются навести порчу на этого самого Бретта Кавана. Но я вот замечу, что в минувшие годы эти же самые ведьмы, которые сейчас проводили этот шабаш, которые сейчас его транслировали в прямом эфире на Фейсбуке, проводили, по крайней мере, 3 подобных же мероприятия, на которых пытались проклясть и навести порчу на президента США Дональда Трампа. Не знаю, получилось у них или не получилось, но судя по тому, что Трамп бодр, весел, там продолжает рассказывать о том, как он наведет порядок везде, где только можно, наверное, все-таки не получилось. Наверное, все дело в том, что нету на самом деле никаких вот этих вот темных чар, нету никаких злых сил, и все это не более чем какой-то повод действительно срубить по $10 со всяких легковерных американцев, которые приходят навести порчу на какого-то страшного и им неприятного члена Верховного суда Соединенных Штатов Америки. Идем дальше.